Так уж случилось, что вся наша память о войне и все ассоциации с ней мужские. Ну, и это понятно. Ведь воевали в основном мужчины. Но с годами людей все больше и больше стал постигать женский подвиг. Жертву, принесенную на алтарь победы. Женщина и война. Страшно, но это было. Мы не вправе забыть это. Как известно, из Якутии во время войны было мобилизировано более 62 тысяч якутян. Среди них 141 наших прадедов. Вернуться домой не всем было суждено. Республика потеряла 37 тысяч человек. Из них 81 наших земляков навечно остались на поле боя. За этими цифрами огромное горе нескольких тысяч матерей. У многих из них на войне погибло от 3 и более сыновей и дочерей. Этот скорбный список огромен. Имена матерей погибших солдат не должны предаваться забвению и должны быть вписаны золотыми буквами рядом с именами их сыновей, геройски защищавших Родину. В советское время, благодаря местным краеведам, история Февронии Малгиной, потерявшей 5 сыновей, стала известной всей стране. И не было в то время в Якутии женщины, чья бы горькая доля сравнилась с ее долей. Она дала им 5 жизнь, а они, в свою очередь, отдали эту жизнь за спасение Отечества, за его народ. Что может быть величавее этого подвига? Тысячи оборвавшихся солдатских судеб, 10 тысяч скорбящих солдатских матерей. И все это здесь, в Якутии, в нашем селе, рядом с нами. Я узнал, что Якутское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России» в марте 2019 года разработало проект «Бессмертный материнский подвиг». По этому проекту сделана колоссальная работа и в нашей республике. Да, и мне бы очень хотелось, чтобы мы, правнуки Победы, поддержали этот проект, показывающий долг и благодарность, переброшенного из прошлого в будущее через наше время, показывающий неразрывную связь истории, сотканную из множества судеб женщин.